Основные последствия возгорания на мусорном полигоне в Нестеровском ликвидированы. Сейчас отходы тлеют. Огонь охватил почти всю территорию свалки недели 2 назад. С тех пор здесь работают несколько единиц техники по ликвидации открытых очагов пожара. Задействованы пожарные службы МЧС и техника Минавтодора Республики. Машины завозят и уплотняют грунт, создавая тем самым специальную глиняную подушку. С помощью правительства, районной администрации, с привлечением дорожных служб сейчас на данный момент производится завоз грунта. Грунт нужен для того, чтобы задушить, скажем так, сделать твердую прослойку, и чтобы задушить это тление. Работы продолжаются. Грунт завозим с Нестеровской. Республиканский мусорный полигон в Нестеровском появился в 2018 году. Весь мусор со всего региона скапливается здесь, а такие пожары не редкость. Только за этот год возгорание происходило 3 раза. Тушением занимается региональный оператор «Экосистема». Он же и отвечает за эту территорию. По словам представителей «Экосистемы», сами они мусор не поджигают, а лишь занимаются его сортировкой. Причина периодичного возгорания кроется в другом. Возгорание, в частности, происходит из-за ввоза на данную территорию золы. То есть организации, физлица сжигают твердые коммунальные отходы, потом их упаковывают, направляют их на территорию полигона. На территории полигона идет брожение, достаточно маленького уголька для того, чтобы произошло возгорание. На месте присутствуют и сотрудники Минприроды Республики. По словам Адама Баркинхоева, продолжительность горения полигона связана с несоблюдением определенных проектных решений по его эксплуатации. Есть ряд противопожарных мероприятий, которые нужно соблюдать. И в данном случае это послойное уплотнение отходов. Это наличие противопожарных резервуаров. А что касается самого послойного уплотнения, у нас что означает послойное? Это по слоям. Сначала отходы, потом грунт укладываются и трамбуется бульдозером. И в конечном итоге, если бы даже тогда возгорание в сентябре было, да, верхний слой немножко сгорел бы, дальше уже грунт помешал бы проникновению возгорания внутрь. А из-за того, что этого нет, у нас, получается, навалом все отходы лежат, внутри биогаз, все это, гниют отходы, продукты гниения. Дальше происходит, накапливается биогаз внутри, он быстро воспламеняется, его очень трудно задушить. Но несоблюдение именно этих мероприятий, противопожарных проектных решений, которые есть, это является нарушением закона. Надзорными полномочиями Минприроды в этом случае не обладает, так как мусорный полигон относится к объектам, подлежащим федеральному госэкологическому надзору. Однако по факту возгорания ведомство направило обращение в прокуратуры региона и Северокавказское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер реагирования. В дальнейшем они проводят проверку и примут уже непосредственно процессуальное решение по привлечению виновного лица к ответственности. Что касается прокуратуры, мы направили обращение в прокуратуру республики, они перенаправили ее в прокуратуру Сунжского района, и на данный момент на проверке прокуратуры Сунжского района находится наше обращение. Помимо этого, мы ежедневно мониторим ситуацию на данном полигоне. Вначале, конечно, здесь была страшная картина, страшная ситуация, то есть очень высокие клубы дыма, открытое горение уже практически по всей территории полигона. Очаги открытого возгорания в первую неделю уже затушены, единственное, это тление осталось. На вопрос, почему региональным операторам не были учтены моменты, выявленные Минприроды Республики, Магомед Хамхоев отвечать отказался. Однако пообещал, что в ближайшее время будут приняты меры, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать подобного рода возгорания. В дальнейшем мы здесь поставим 2 резервуара с водой, закупим оборудование для тушения, ежедневно будем поливать этот мусор. Будем следить, чтобы в дальнейшем его не было. Также мы планируем до конца года экскаватор и бульдозер в собственность приобрести, чтобы мы максимально при возникновении такого пожара, чтобы мы максимально могли подключиться и решить даже данный вопрос. Полностью ликвидировать пожар планируют в ближайшее время. И, как надеются представители экосистемы, после принятых будущим мер возгорания на этом мусорном полигоне прекратятся. Дана Плиева, Султан Булгучев, Новости 24.